Добрый день, уважаемые участники торжественного заседания Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, правительства Республики Саха-Якутия и общественности Республики, посвященного Дню Республики Саха-Якутия. Сердечно поздравляем вас с днем рождения родной республики. Нөрөн-нөргүй, үйеріләқ мұняқы тылақтара ұтық табыллақ үтем анығыл жыттар. Саха Республикатын төрәбіт күнінен итистің әғірді. Барға бай бұяңнақ қырай бұд, кен сырдық артығын ағық бұд, көңілін көретші тұтаммыд, самныбат сарғытын аяқ бұд, тапталлақ сақабыд дойдута, чечири челгие үйне тұр, доғырду әйеләқ норуата, үйеттен үйеға тұруғыр. В президиум торжественного заседания приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, Председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев, временно исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Республике Саха-Якутия Денис Яковлевич Диких, прокурор Республики Саха-Якутия Максим Николаевич Попов, герой Российской Федерации, исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Игорь Васильевич Юргин, председатель Высшего совета старейшин Республики Саха-Якутия Лилия Николаевна Григорьева, ветеран тыла, кавалер ордена «Полярная звезда», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия Будимир Дмитриевич Слепцов, глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев, глава муниципального образования Чурапчинский Улус район, председатель Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия Ассоциации межмуниципального сотрудничества Степан Анатольевич Саргадаев, глава муниципального района Нюрюнгринский район Роман Михайлович Щегельняк, волонтер Ольга Петровна Захарова, Верхневилюйский район, кадет 10 класса Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская кадетская школа-интернат, сын участника специальной военной операции, правнук участника Великой Отечественной войны Максим Максимов. — 27 апреля – День Республики Саха-Якутия. В этот день, в 1922 году, постановлением Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета РСФСР была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Спустя 70 лет, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики Саха-Якутия, принятая Верховным Советом 12-го созыва, правовая основа нового этапа формирования государственности Якутии. В переломный исторический момент для страны она обозначила новый путь развития республики и была направлена на укрепление нашей великой Родины, Российской Федерации. Торжественное заседание Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, правительства Республики Саха-Якутия и общественности, посвященное Дню Республики Саха-Якутия, считать открытым.
В этот знаменательный день в адрес руководства Республики Саха-Якутия поступило много поздравлений. Разрешите зачитать поздравления от имени председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Алексей Ильич, поздравляю вас и всех жителей Республики Саха-Якутия с Днем Республики Саха-Якутия. Якутия – многонациональный регион России, и его жители бережно хранят культурно-историческое наследие своей малой родины, упорно трудятся в ее интересах. Эта земля служит надежным оплотом нашего государства на Дальнем Востоке, имеет стратегическое значение как одна из ключевых ресурсных кладовых Отечества. Здесь разрабатываются крупнейшие в стране месторождения Ильконского ураново-рудного района и Ильгинское угольное месторождение, а в уникальном Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении берет начало маршрут магистрального газопровода «Сила Сибири», по праву являющегося гордостью и достоянием России. Республика эффективно использует свой мощный потенциал помимо традиционных горнодобывающей отрасли, промышленности и топливно-энергетического комплекса. Активно развиваются креативная экономика, сельское хозяйство и индустрия туристско-рекреационных услуг. Большое внимание уделяется вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства, совершенствования социальной инфраструктуры. Благодаря реализации целевых программ и проектов в регионе улучшается демографическая ситуация, качество образования и медицинской помощи. Уверена, что и впредь органы государственной власти Республики Саха-Якутия будут делать все возможное для повышения благосостояния людей. Желаю успехов и новых достижений. С уважением, Валентина Ивановна Матвиенко. Период становления современной модели государственности Якутии неразрывно связан с именем первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Михаил Ефимович, оценивая достижения республики, отмечал: «Считаю, что уже сегодня республика набрала значительный вес во многих направлениях своего развития и занимает достойное место в человеческом общежитии. Я вижу республику высокой всесторонней культуры, где ценится учеба, образование и упорная работа, бережливость и готовность отказаться от сиюминутных удовольствий ради будущих достижений. Поэтому ее прогресс будет обеспечен». Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктавыллах, бір дойдулақтарым, өтіктавыллах ветераннар, бар жоным. Саха Республикатын үргөйді күйінен әхегені бұқа барығытын ититік істейінек әғардерейбін көңілі. Бүкін бәхеге республика бұтын олықтауыт ұлу жон бұтығар. Төрөбіт дойды бұт, хайда тұрарғар терек бол бұт көлінлерге. Дерен мақтал бұтын, бары бірге ис сүрәк беттен тердебет. Уважаемые сограждане, дорогие наши ветераны, друзья, сердечно поздравляю вас всех с Днем Республики Саха-Якутия. В этот день мы отмечаем величайшие вехи в судьбе родной республики. 27 апреля 1922 года обретение автономии открыло новую эпоху для народов Якутии. Через 70 лет, 27 апреля 1992 года, вступление в силу Конституции Республики подтвердило незыблемость статуса Якутии в составе Российской Федерации.
Мы выражаем глубочайшее уважение выдающимся сынам Якутии, основоположникам ее государственности Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому, Исидору Никифоровичу Барахову и всем их соратникам. Выражаем глубочайшее уважение основателю новой Якутии в составе Российской Федерации, нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву и всем его сподвижникам. Отмечая в этом году столетие Гаврила Иосифовича Черяева, мы воздаем дань уважения его вкладу в развитие советской Якутии. Мы гордимся всеми поколениями якутян, которые создавали республику, вставали на защиту Отечества, трудились ради победы и во все времена развивали Якутию. В сердце каждого из нас живет крепкая связь с предыдущими поколениями, для которых любовь и преданность Родине были высшей ценностью. Их наследие служит нам нравственной опорой, дает нам силы в нашем движении вперед. Глубочайшая связь поколений самым ярким образом проявляется сегодня, на переломном моменте истории, когда наша страна борется за свое будущее. В 2022 году, в честь столетия государственности республики, имена якутян-героев Советского Союза в Великой Отечественной войне были присвоены крупным алмазам, добытым компанией «Алрос». В год 80-летия Победы 11 крупных алмазов из Государственного фонда Республики Саха-Якутия названы в честь якутян, героев Российской Федерации, участников специальной военной операции. Это символ преемственности. Спасибо. Это символ преемственности традиций защитников Родины, силы духа многонационального народа Якутии, который снова встал на защиту своей Родины. С самого начала специальной военной операции наши бойцы доблестно сражаются, защищая Отечество. Мы гордимся каждым из них и делаем все, чтобы их поддержать. Мы на связи с воинскими частями, в которых служат наши ребята, обеспечиваем их дополнительной техникой и снаряжением. Всеми мерами мы выполняем наш долг по поддержке семей военнослужащих, их родных и близких. Стремление помогать бойцам и их семьям объединило сегодня десятки тысяч неравнодушных жителей нашей республики. Я от всей души благодарю каждого из них, каждого, кто не остается в стороне, кто своей помощью, сопричастностью оберегает ребят, приближая их возвращение на родину с победой. Но, друзья, мы не должны забывать, что в жестоких боях за родину сегодня погибают наши защитники Отечества. И наш долг – сохранить для будущих поколений память о всех воинах, отдавших жизнь за Россию. Я прошу почтить их подвиг минутой молчания. Спасибо. Уважаемые друзья, как и в годы Великой Отечественной войны, в сложное для страны время наша республика стала надежным экономическим оплотом государства. Несмотря на жесточайшие западные санкции, продолжает расти промышленное производство. С начала года рост составил более 4% к первому кварталу прошлого года. Неуклонно увеличивается добыча угля, золота, нефти, газа. Практически все позиции добывающей промышленности продолжают расти. В условиях беспрецедентного санкционного давления реализует свои ключевые инвестпроекты компания «Алроса». Уверен, благодаря своевременным решениям, благодаря труду многотысячного коллектива при поддержке основных акционеров Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, компания преодолеет сегодняшний сложный период. Главное, в непростых условиях вклад отраслей реального сектора обеспечивает стабильность государственного бюджета, позволяет сохранять объемы поддержки инновационных отраслей, сельского хозяйства и местных товаропроизводителей. С этого года муниципальные районы республики получили самостоятельность по вопросам развития сельского хозяйства, и им переданы широкие полномочия по всем направлениям поддержки.
Уверен, что эта ответственность, это доверие будут оправданы, и главным результатом станет увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Стабильность экономики позволяет сегодня исполнять все социальные обязательства. Важнейшими из них являются меры поддержки материнства и детства. В особенности это важно сейчас, когда в силу демографического падения 90-х годов прошлого столетия снижение рождаемости становится острейшим вызовом для всей нашей страны. Якутия по уровню рождаемости лидирует на Дальнем Востоке и входит в первую десятку регионов России. Безусловно, это результат многолетней и последовательной семейной политики. В целом, за последние 6 лет объем финансирования на поддержку семей с детьми в республике возрос более чем в 6 раз и в этом году составляет порядка 29 миллиардов рублей. Внимание к людям старшего возраста, забота об их благополучии и активном долголетии – это также наш особый долг. Сегодня, в канун Дня Республики, мы установили в городе Якутске первую сваю нового корпуса Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В этом современном здании будут все условия для комфортной, безопасной, активной жизни наших сограждан, нуждающихся в заботе. Мы продолжаем политику народосбережения, поддержку семей при рождении и воспитании детей, ведь это наше будущее, будущее Якутии и всей страны. Созданию больших семей, увеличению продолжительности жизни способствует улучшение инфраструктуры для жизни, в том числе благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году. За 6 лет финансирование национальных проектов в республике составило 235 миллиардов рублей. 175 миллиардов из них – это средства федерального бюджета. В городах и селах Якутии по национальным проектам построены сотни крупных социальных объектов. Введено 3 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Из аварийных домов переселено свыше 50 тысяч якутян. Построено более 1400 километров дорог, 55 мостовых переходов, реконструировано 10 аэропортов. Сейчас мы включаемся в реализацию новых национальных проектов. Продолжится строительство социальных объектов. Особенностью нового этапа также станет широкое внедрение и использование капитального ремонта. Его планируется провести на 90 объектах: школы, техникумы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения. Будут и дальше строиться дороги в плане строительства и реконструкции аэропортов Алёкминск, Полярный, Мирный, Маган, Нюрба и Зырянка. Республика примет активное участие в проекте «Инфраструктура для жизни», направленном на развитие опорных населенных пунктов России. В Якутии это 43 города и поселка. По инициативе нашего президента будет реализована отдельная комплексная программа индивидуального жилищного строительства. Для нас это очень важно. Индивидуальное жилищное строительство у нас идет в первую очередь на селе, и в республике с 2018 года увеличилось 2 раза, по итогам 2024 года достигло 420 тысяч квадратных метров. Мы продолжаем работу, идем вперед, обустраивая родную республику, наши села и города во благо их жителей. В этом году 50-летие отмечает город Нерюнгри. 70-летие отметит город Мирный. Крупнейшие индустриальные центры, ключевые опорные пункты всего Дальнего Востока мы будем развивать и дальше, создавая лучшие, комфортные условия для жизни и труда людей. 1 апреля этого года президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 400-летия города Якутска. Это говорит об исключительном внимании главы государства к нашей республике и ее столице. И я хотел бы сегодня от лица всех якутян поблагодарить нашего президента за его внимание и поддержку, которую мы всегда от него получаем. Важнейшая задача сегодня – это задать новые стандарты качества жизни нашей столицы, расширить возможности для самореализации каждого жителя. Импульс городской экономики даст завершение строительства Ленского моста. Будет создаваться современная научно-образовательная инфраструктура, мощная база развития креативной экономики республики и всего Дальнего Востока. Уже сегодня в городе реализуются крупные проекты комплексного развития территорий, расселяется аварийное жилье. Но говоря о предстоящих инфраструктурных преобразованиях,
Я хочу подчеркнуть, что не менее важные изменения, друзья, должны произойти и в культуре города в самом широком смысле, начиная от культуры видимой, внешней, в архитектурных решениях, качестве строительства жилья, социальных объектов, общественных пространств, в чистоте дворов и улиц. Должна меняться и культура внутренняя, культура труда и производства, гостеприимства и добрососедства. Только вместе сообща мы сделаем Якутск к его 400-летию лучшим городом на вечной мерзлоте. Уважаемые сограждане, Республика Саха-Якутия развивается благодаря вашему труду, вашей энергии. Мы вместе работаем по принятым планам, направленным на достижение устойчивого экономического роста и социального благополучия. Якутяне добиваются отличных результатов в самых разных сферах: в здравоохранении, в образовании, в культуре, науке, в спорте, в искусстве. В этом в полной мере проявляется истинный патриотизм, стремление принести пользу Родине. В этот праздничный день я хочу сказать искреннее спасибо вам, людям самых разных профессий, нашим ветеранам, нашему подрастающему поколению. От всего сердца благодарю за мужество и труд, за ваш вклад в приближение нашей общей победы. Я желаю вам здоровья и благополучия, счастья, успехов и новых достижений. С праздником, дорогие друзья, с Днем Республики! Күнді бір дойдулақтарым, бұқа баратығар бағарем әті біге тұруғы, жолы ғырғыны, үрдіктен үрдік етехелері, улақан барабытығар бір қайыны. Саха Республикатығар Улу Россияға ұры әқал болды. Слово для доклада предоставляется председателю Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия, уважаемые народные депутаты и члены правительства Республики, уважаемые участники торжественного заседания, дорогие якутяне, сегодня мы проводим торжественное заседание Государственного собрания Ил-Тумен Республики, правительства Республики и общественности Республики в преддверии празднования особого памятного для Якутии Дня Республики Саха-Якутия. Дата 27 апреля связана с двумя важными событиями в жизни нашего края: образованием Якутской автономной Советской Социалистической Республики в 1922 году и вступлением в силу ныне действующей Конституции Республики, которая в 1992 году определила статус Якутии как равноправного субъекта Российской Федерации. Республика Саха прошла огромный исторический путь социального, экономического и духовного становления. Идеи самоуправления и государственности в Якутии получили значительное распространение в XIX веке. После Октябрьской революции 1917 года молодые якутские политики Максим Амосов, Платон Аюнский, Степан Аржаков, Исидор Барахов, Степан Васильев и другие начали активно реализовывать идею создания советской автономии. С самого начала Амосов, Аюнский и Барахов поставили вопрос о приобретении Якутии статуса автономной республики, что было встречено с населением с большим воодушевлением. Решение об образовании якутской автономии принималось на протяжении нескольких лет в условиях острого социально-классового конфликта и гражданской войны. Молодым политикам удалось убедить руководство страны, партию большевиков, создать Якутскую республику. 16 февраля 1922 года президиум СыК в Москве принял постановление об образовании Якутской автономной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР.
Была сформирована комиссия, перед которой стояла задача проработать вопросы территории, границы, положения об образовании Якутской Советской Социалистической Республики и сформулировать основные принципы отношений между Федерацией и Якутской автономией. В состав комиссии вошли представители Якутии, в том числе Максим Кирович Амосов, как член ВЦИК, и секретарем комиссии был назначен известный лингвист Семен Андреевич Новгородов. Результатом их работы стало принятие президиумом ЦИК 27 апреля 1922 года исторического декрета об образовании якутской автономии в составе РСФСР, впервые оформившего государственность республики. Образование автономной республики отцы-основатели связывали с возможностью повысить экономический и социальный уровень всех народов края, стремлением местного населения к самостоятельности, и их чаяния сбылись. В Якутии начались ускоренное социально-экономическое и культурное развитие, значительный рост благосостояния населения. В День Республики мы традиционно вспоминаем выдающихся людей, внесших огромный вклад в развитие Якутии. Отдаем им дань памяти и уважения. Именно они создали основу для становления нашей республики, превращение ее из отсталой окраины Российской империи в динамично развивающийся регион на северо-востоке России. Достойным продолжателем дела основателей якутской автономии является выдающийся государственный и политический деятель, руководитель республики советского периода Гавриил Иосифович Чиряев, первый секретарь Якутского обкома КПСС с 1965 по 1982 годы, участник Великой Отечественной войны, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Под руководством Гавриила Иосифовича была осуществлена ускоренная крупномасштабная индустриализация экономики республики. Организована работа по формированию Южно-Якутского, развитию Западно-Якутского и Центрально-Якутского территориально-производственных комплексов. В сжатые сроки построен современный город Нерингри. Введена в действие железнодорожная линия Тында-Беркакит-Угольная. В городе Мирном сдана в эксплуатацию самая крупная обогатительная фабрика номер 3. Возведены поселки Айхал и Удачный. Спуском в эксплуатацию первой и второй очередей Вилюйской ГЭС решена задача устойчивого энергоснабжения предприятий алмазодобывающей промышленности и группы Вилюйских районов. Проложен газопровод ТАСС-Тумус-Мастах, и тем самым осуществлено устойчивое обеспечение газом столицы республики, города Якутска и центральных районов. Начата газификация сельской местности. Гавриилом Иосифовичем заложены долгосрочные основы развития производительных сил. Определено новое место республики во всесоюзном разделении труда как региона, где ведущей отраслью выступает горнодобывающая промышленность. Мы чтим память о Гаврииле Иосифовиче Чиряеве, значительной политической фигуре советского периода истории республики, славном сыне народа Саха, заложившем фундамент развития промышленности Якутии. Уважаемые якутяне, современная республика Саха связана с именем первого президента Михаила Ефимовича Николаева, основоположника действующей сегодня модели государственности республики. В конце 20 века страну охватил глубокий системный кризис, сменился общественно-политический строй. Перед Якутией стала сложнейшая задача поиска новых путей развития, новой модели государственного устройства. 27 сентября 1990 года депутаты Верховного Совета ЯССР 12-го созыва
приняли историческую декларацию о государственном суверенитете, давшую возможность самостоятельно осуществлять государственную власть, решать вопросы общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни на своей территории. 31 марта 1992 года Республика Саха подписала федеративный договор как равноправный субъект Российской Федерации. На основе декларации о государственном суверенитете был разработан и принят основной закон Конституции Республики, вступившая в силу 27 апреля 1992 года. Федеративный договор 1992 года и принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации закрепили государственно-правовой статус республики, что привело к укреплению ее положения, позволило более эффективно осуществлять задачи комплексного социально-экономического развития. В этом огромную роль сыграл наш лидер, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Его дальновидная политика, целенаправленная, энергичная деятельность двинули Якутию к новым горизонтам политического, экономического, социального и культурного развития. Благодаря основателям якутской автономии, руководителям советского периода, основоположникам современной республики Саха и, конечно же, неустанному труду многих поколений якутян, сегодня наша республика является одним из передовых российских регионов с развитой добывающей промышленностью, крупным сельскохозяйственным сектором, со значимыми достижениями в области науки, образования и культуры. Уважаемые участники торжественного заседания, в последние годы в стране шло активное обсуждение необходимости реформирования одного из важнейших конституционно-правовых институтов российского государства, обеспечивающего осуществление народом своей власти в целях самостоятельного решения вопросов местного значения системы местного самоуправления. Новый этап развития местного самоуправления обусловлен необходимостью повышения эффективности и качества работы органов местного самоуправления, а также реализации новых положений Конституции Российской Федерации, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года, согласно которым органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти Российской Федерации. В декабре 2021 года вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, выстраивающий обновленную модель организации и деятельности органов публичной власти на территориях субъектов Российской Федерации. 20 марта 2025 года принят новый федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Одно из ключевых нововведений документа – развитие одноуровневой системы организации местного самоуправления. Оно предусмотрено в 3 видах муниципальных образований – в городском округе, муниципальном округе, внутригородском муниципальном образовании города федерального значения. При этом установлена возможность сохранения двухуровневой системы для субъектов Российской Федерации, имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности. Таким образом, федеральным законодателям предоставлено право субъектам Российской Федерации самим определять модель организации местного самоуправления, перейти на одноуровневую или оставить действующую двухуровневую систему. Способы избрания главы муниципального образования дополняются еще одним избранием – главы представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Установлено, что при избрании главы муниципального образования, являющегося административным центром, столицей субъекта Российской Федерации, используется только этот механизм.
Это значит, что мэр города Якутска будет избираться Якутской городской думой из числа кандидатов, представленных главой Республики Саха-Якутия. Такая мера должна обеспечить реализацию конституционного принципа единства системы публичной власти. Также в федеральном законе существенно пересмотрены полномочия органов местного самоуправления. Предполагается широкая вариативность по передаче тех или иных полномочий на уровень республиканских или муниципальных образований. Уважаемые коллеги, эти изменения нацелены на развитие системы публичной власти и предполагают согласованные действия ее различных уровней как единого целого, их более эффективное взаимодействие, где каждый играет свою роль в достижении общих целей во благо граждан, общества и государства. Государственное собрание Ил-Тумен Республики начинает подготовку к внесению соответствующих изменений в республиканское законодательство. При принятии нового базового закона нам предстоит определиться, какая система организации местного самоуправления наиболее полно отвечает интересам нашего населения, как будут распределены полномочия между органами местного самоуправления и государственной власти нашей республики, а также выбрать наиболее оптимальный способ избрания должностных лиц органов местного самоуправления. Уважаемые участники торжественного заседания, сегодня Россия находится в самом эпицентре геополитических противостояний и проводит специальную военную операцию. Именно поэтому так значимо единство всего российского общества. Государственной идеологией, национальной идеей стал патриотизм, выраженный в служении Родине. Патриотизм у нас воспринимается как личный вклад каждого в общее дело во благо своей страны, родной республики, города, села. При этом у нас издревле патриотизм неотделим от защиты Родины. Защищать Отечество от врага всегда считалось не только обязанностью, но священным гражданским и патриотическим долгом. В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие из Якутии, выполняющие боевые задачи, проявляют подлинный героизм и мужество, а в самых тяжелых условиях стойкость и бесстрашие. Навсегда вписаны в летопись воинской славы имена 11 героев Российской Федерации, ставших примерами исключительного мужества и стойкости. Это воины-якутяне, солдаты и офицеры Александр Колесов, Игорь Юргин, Николай Евдокимов, Радимир Максимов, Андрей Григорьев, Николай Соболев, Дмитрий Куценко, Алексей Неустроев, Филипп Евсеев. И Дмитрий Егоров, и Петр Киприянов, которым звание Героев России присвоены, к сожалению, посмертно. В этом году вся наша страна широко отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Победу в Великой Отечественной войне совершенно справедливо называют событием всемирного исторического значения. Она дала ценой невероятных усилий всех братских народов, в том числе якутян. Из нашей республики было призвано свыше 62 тысяч человек. Более 30 тысяч из них не вернулись с полей сражения. В тылу умерло от голода и болезней почти 60 тысяч человек. В тяжелейших испытаниях советский народ сокрушил фашизм, отстоял свободу и независимость своего государства, спас человечество от коричневой чумы. Навсегда сохранится память о решающем вкладе нашей Родины в разгром фашизма и установление мира на земле. Герои, павшие и живые, их бессмертные подвиги в годы Великой Отечественной войны и в наши дни всегда будут являться примером для современного и будущих поколений. Мы должны достойно встретить 9 мая. Задача органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций
подготовиться и провести мероприятия, посвященные этому великому событию на самом высоком уровне. Уважаемые якутяне, исторический опыт показывает, что патриотизм – это ценность, интегрирующая общество. Именно поэтому сегодня Государственным собранием Илтумен совместно с парламентами Республики Крым и Донецкой Народной Республики ведется работа над проектом федерального закона об основах системы патриотического воспитания граждан в Российской Федерации. Концепция федерального закона была обсуждена 20 марта текущего года на выездном совещании Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по молодежной политике, состоявшемся в городе Якутске. Мы с коллегами из Крыма и Донбасса считаем, что законопроект станет одной из мер для укрепления силы и могущества России, народ который обладает сознательной и твердой позицией истинных патриотов своей Родины. И именно благодаря патриотически настроенным гражданам Россия всегда будет оставаться великой державой. Уважаемые участники торжественного заседания, консолидация усилий общественности, органов власти, всех партий, политических и добровольческих движений по-прежнему будет являться главным условием достижения целей социально-экономического развития Республики Саха. Из года в год Якутия демонстрирует устойчивый рост экономики. Показатель регионального продукта валового за 2024 год превысил 2,6 триллиона рублей. По этому показателю, а также индексу промышленного производства, объему строительных работ республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и второе место по объему инвестиций в основной капитал, обороту организаций и вводу жилья. Объем инвестиций в основной капитал оценивается в 782 миллиарда рублей. И это почти пятая часть от общего объема инвестиций в Дальневосточном федеральном округе. Ряд макроэкономических показателей, промышленное производство, ввод в действие жилых домов, грузооборот транспорта превышает среднероссийские темпы роста. В 2024 году поступление доходов в консолидированный бюджет Якутии составило почти 378 миллиардов рублей, в том числе налоговые поступления 223 миллиарда, неналоговые около 24 миллиардов рублей. Республика остается лидером на Дальнем Востоке по объему уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации налогов. В 2024 году завершилась реализация национальных проектов, утвержденных президентом Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В республике за 2019-2024 годы в рамках национальных проектов построено 44 школы, 24 детских сада, 62 медицинских объекта, 8 объектов спорта, 7 домов культуры, 3 дома-интерната для пожилых и инвалидов, 8 мостовых переходов, 14 водоочистных сооружений, а также отремонтировано более 1300 километров автодорог. Благодаря активному участию в национальных проектах и программах за последние 6 лет привлечен 381 миллиард рублей федеральных средств. В этом немалая заслуга лично главы Республики Саха Айсена Сергеевича Николаева, установившего плодотворное взаимодействие с федеральным центром, правительством Российской Федерации и приложившего большие усилия к привлечению их внимания к потребностям и нуждам республики. За эти годы введено 395 объектов социальной инфраструктуры,
Создано более 8 тысяч новых ученических мест в школах и более 2000 новых мест в частных дошкольных учреждениях. Построено 750 тысяч квадратных метров современного жилья и порядка 43 тысяч человек переселено из аварийного жилья и обеспечено новыми комфортными квартирами. Доступ к полностью обновленным фельдшерско-акушерским пунктам и врачебным амбулаториям получили 40 тысяч якутян в малочисленных отдаленных населенных пунктах. Кроме того, организовано 18 центров амбулаторной онкологической помощи в поликлиниках, переоснащены медицинским оборудованием сосудистые центры и детские отделения, приобретено 14 мобильных медицинских комплексов и 203 единицы автотранспорта для медицинских организаций. В 2024 году началась реализация 9 стратегических указов главы республики, выполнение которых является обязательным и безусловным приоритетом всех органов государственной власти и местного самоуправления на 5 лет. В 2025 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стартуют новые национальные проекты. Они рассчитаны на выполнение задач в течение 6 лет с 2025 по 30-е годы. Началась реализация 19 национальных проектов. Планируется запуск еще одного. В настоящее время участие Якутии заявлено в 44 региональных, входящих в состав новых национальных проектов. На их реализацию планируется направить большой объем ресурсов, который будет способствовать установлению более высоких стандартов качества жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале апреля подписал указ о праздновании 400-летия основания города Якутска. Эту дату мы будем отмечать в 2032 году. На протяжении 4 веков Якутия является неотъемлемой частью российского государства и ни разу не подвергала сомнению свой исторический выбор. Вхождение Якутии в систему российской государственности дало позитивные сдвиги в экономическом, социальном, культурном и духовном развитии якутского народа, консолидировало его в единое целое. Столица Республики Якутск является устойчиво развивающимся современным городом, реализуется его мастер-план над созданием новых отраслей экономики, улучшение социальной и транспортной инфраструктуры, повышение комфорта граждан Якутии и прежде всего, горожан. Уважаемые участники торжественного заседания, дорогие якутяне, от имени руководства республики сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Республики. Сегодня мы вместе строим современную Якутию, уверенно смотрим вперед и верим в ее счастливое будущее. Желаю нашей республике поступательного движения, укрепления своей государственности, национальной самобытности, развития культуры, реализации экономического потенциала, процветания, благополучия. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в труде во благо нашей родной Якутии и любимой страны Российской Федерации. Үйнету сайда турдун, сахавут сире, тургурдун, улу Россия. Спасибо. Мы храним память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью и прежде всего невероятной любовью к родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям. Видеоприветствие Ефремовой Валентины Васильевны, участника Великой Отечественной войны. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые, дорогие якутяне! Поздравляю вас с добрым праздником! Этот день наш государственный праздник,
День республики. Желаю вам добра, любви, уважения друг к другу, внимания. Такое трудное время, поддержка друг друга. Будем жить в мире, в любви и в согласии. А сейчас я хочу обратиться к нашей молодежи. Наша молодежь, именно, я так и называю, золотая молодежь. Они понимают, какое трудное время на их плечи легло. Но мы всегда были. Мы любим петь и смеяться, как дети, среди боев и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не погибнем нигде и никогда. С первых дней специальной военной операции неравнодушные люди по всей республике активно помогают нашим бойцам. Слово предоставляется волонтеру Ольге Петровне Захаровой. Этіктабуллақ Айсен Сергеевич, этіктабуллақ өрілақ мұняқ күттілақтыра. Киеха күндіттен күнді түрәбіт дойдыда. Мен жаллақпын сақа серегер күн серін көрбіп бүттен. Мақтанабын сақан оротын чулу олаттырығар. Исидер Бараховка, Платона Юнскайга, Максим Аммосовка, Степан Нажаковка, Степан Васильевка. Көңіл дойдуға әлі қаллананығар бор босқа үйеренен, әмтенен, әлбәқ оғыла жекергенге улатан, ұл болын оғы түрітен жоллақтық олырыр бар. Дойду бар күстәқ таптылы мені әм қорсунын ихин мәдәлләқ, ағы дойду сәретін бітірәні Тумусак Петр Степанович туғынан сырды көйді бүл, онына кенінден кейін тұтту үңер біре. 2-тігінші сүрбек кесілттан Украинаға болы тұрар анал байыны жайы сақа ғылын тұмны бата. Манна кемді торы тұрбаққа тоқ қықтағынан көмілігір ұтық еспітті санығын. Мен ағабын байыныда бұлчыт Тумуса Петр Петровиче ұжордан қара теттан ковақтан, мас көтірден, ардығар құстан, балықтан, анал байыны жайыға сылжар сақа олаттығығар кехейбін мұннян бір сылға үсаңар тоннаттан керіңе сақа ағын өлін Хабаровскай, Владивосток, Уссурийскай, Санкт-Петербург, Москва госпитальлерігер онына енеке кірбейге сылжары олаттарға үттім. Күңі өттігер бәйін балықтан, онына үйе бүлі балысыттырыттан берхиннерен астан ұтабын, сорағыр бұрдығы ханан осколалар көмілхәлілер, онына биддилен нәхілерек олықтақтыры дойду ағын бәрсен үйерделер. Сайынын олаттырбын күтті балықтыбын, онына оны астан, бұхаран, ұйхан, туған, қатаран ұтабын. Дойдуғы өеске әбіттің ағыннақ кемге үшігейі ұраланын кен көғістенен бәйі-бәйіні ұтықтаған олар оғын, анал байынны жайыға сылжар әр қағыттар бұт күйен қотон әтенге әргілен келелерігер әренде кетехиеғін бейгіттен тұтылықтағы қатшия тұр оғын. Сақа сирен ұлықтақтырын түрәбіт республика күнінен әғаддалейбін, бағарабын чөлчеген тұрғы, айымнелақ тахарылақ үләні, жолу соргуну. Донбасс и Якутия – регионы с богатыми традициями, сильными людьми и самобытной историей. Несмотря на расстояние между нашими регионами, налажено сотрудничество, имеются перспективы совместной работы в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной сферах. Видео поздравления главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина. Внимание на экран. Уважаемый Айсен Сергеевич, дорогие друзья, сердечно поздравляю всех жителей Республики Саха-Якутия с важным праздником. Вашему краю исполняется 103 года. За это время вы стали настоящей гордостью России. Богатая культура республики и крепкие традиции, ваша забота о родной земле и людях известны по всей стране и вдохновляют соотечественников. Наши регионы неразрывно связывает самая теплая и крепкая дружба.
общий взгляд на будущее, общие ориентиры и ценности. Мы чувствуем поддержку жителей Республики Саха и искренне благодарны вам за помощь в восстановлении наших городов. В подшефных населенных пунктах специалистами Якутии проделан огромный пласт работы. Мы видим, что и Кировская, и Докучаевск стали уютнее, современнее и удобнее для людей. Самое ценное в этой работе — это то, что вы восстанавливаете социально значимые объекты, ремонтируете то, что действительно нужно жителям. Спасибо за вовремя подставленное братское плечо, за помощь и поддержку. Мы высоко ценим дружбу с Республикой Саха и верим, что братские отношения между нашими республиками будут сохраняться всегда. Желаю вам мира, процветания и благополучия. И еще раз от имени всех жителей Донбасса поздравляю с Днем Республики. Якутия всегда славилась стойкостью духа. Наши ценности, единство, честь и верность незыблемы. Патриотизм и беззаветную преданность к родине, которые проявляли наши деды в годы Великой Отечественной войны, сегодня повторяют герои специальной военной операции, потому что Родина одна на все времена. Слово предоставляется герою Российской Федерации, исполняющему обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Игорю Васильевичу Юргину. Добрый день, уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый Алексей Ильич, Максим Николаевич, уважаемые участники торжественного собрания, дорогие земляки. От имени молодежи республики, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и от себя лично поздравляю вас с Днем Республики. 27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли два значимых события в общественной и политической жизни нашей республики. Более 100 лет назад, в 1922 году, благодаря выдающимся прадедам якутской земли Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому, Исидору Никифоровичу Барахову, Степану Максимовичу Ржакову и их соратникам была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. 70 лет спустя, 27 апреля 1992 года, был принят основной закон – Конституция Республики Саха-Якутия. Первый президент республики Михаил Ефимович Николаев и его соратники стояли у истоков современной Якутии. Эти события определили всю дальнейшую судьбу нашей республики. Вопрос государственности стал важнейшим инструментом для строительства новой жизни, и сегодня о нашей республике знает не только в стране, но и в мире. День республики – праздник, который объединяет всех, кто всей душой и со всей ответственностью радеет за судьбу родной республики. Всех, кто родился, живет и трудится во благо развития и процветания любимой Якутии. Этот праздник – символ единства нашего многонационального народа, любви и преданности каждого из нас нашей любимой Родине. Во все времена на защите Отечества стояли настоящие патриоты России. В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды показали доблестный пример мужества и воли, и героизма. Сегодня среди нас в республике проживает 9 участников Великой Отечественной войны. Наша общая задача на достойном уровне встретить 80-ю годовщину Великой Победы, выразить свою благодарность ветеранам, сохранить историю и передать будущим поколениям. Мы счастливые люди, ведь мы живем в одну эпоху с героями, которые передают нам свой опыт, слова ветеранов. Спасибо, что ваше поколение нас не подвело. Придало участникам специальной военной операции больше сил, веры и надежды. Мы наследники Великой Победы. За нами правда и только победа. Сегодня
в зоне специальной военной операции. Плечом к плечу наши братья отстаивают интересы нашего государства. Делают это отважно и смело. Наша якутская земля вырастила достойных сынов нашей любимой великой Родины. Празднование в честь 80-летия Победы и проведение 2025 года в честь защитника Отечества в Российской Федерации и защитника Родины в Республике Саха-Якутия – это не просто масштабные мероприятия и торжественные события. Это проявление глубокого национального самосознания, переосмысления исторического наследия и укрепления связей между поколениями. В нашей республике сегодня реализуется региональная программа «Якутия. Земля героев» по обучению участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, которые займут лидирующее положение в обществе и зададут правильный вектор развития, в первую очередь своим примером служения Отечеству. Патриотическому воспитанию граждан в нашей республике уделяется большое внимание. По поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева создан молодежный центр «Патриот» с целью координации всех форм патриотического воспитания, который станет главной площадкой для реализации инициатив, направленных на формирование у молодежи чувства гордости за свою родину и вовлечение в общественную жизнь республики. Дорогие земляки, ровно год назад я стоял здесь перед вами только в качестве военнослужащего. Сейчас я исполняющий обязанности министра по делам молодежи. И тогда я вам сказал, что самое главное – это любовь. И за год поменялось многое, но то, во что я верю, не поменялось. И я также желаю вам любви. Любовь – это главный двигатель в мире. Меня часто спрашивают, а что такое героизм? Я говорю, у нас национальный код такой, то, что мы воспринимаем Родину как маму. И как бы нам не было страшно, какие бы условия ни были, мы любой ценой, даже ценой своей жизни, будем ее защищать. И я также хочу пожелать вам любви. Любите друг друга, берегите друг друга, цените друг друга. Это самое главное. Наша республика славится своим гостеприимством, наша республика славится своей дружбой народов. Даже в условиях специальной военной операции о наших войнах говорят только теплые и хорошие слова. Дорогие земляки, давайте и дальше все вместе добиваться достойных результатов в интересах родной республики и всей России. У вас табалах, табарастар, Республика Кюнунен, Уруй Айхау. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Идея патриотизма, идея служения своему Отечеству сегодня вновь очень остро востребована российским обществом. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, опирающиеся на общественную инициативу». Барға бай бұяңнақ кірайбыт, кең сырдық артығына ғықпыт, көңілін көретші тұтаммыт, самныбат сарғытына йықпыт. Тапталлах сақабыт дойдута, чечири челгие үйіне тұр, доғырду эйеләқ норуата, үйеттен үйеға тұрғыр. Президиум просим пройти в зрительный зал. Начинаем наш праздничный концерт.
Этот день – символ единства, культуры и традиций нашего народа. Мы гордимся тем, что являемся частью этой удивительной земли с ее бескрайними просторами, величественными реками и уникальной природой. Республика Саха – это не только географическое понятие, это и наша общая судьба, наше наследие и наше будущее. На сцене Нелли Соболева, Сарел Иванов и образцовый детский вокальный ансамбль «Көмүз Доргон» под руководством Татьяны Окороковой. Сайдатур Сахамсире. Недра алмазные, тундра широкая, водные толщи, полные рыбы. Эпос, напевность его многоцветная.
грация точных собольих движений. Наш праздничный концерт продолжает Национальный театр танца имени Зверева, коллектив «Истинный хранитель народных традиций». Выступление наполнено энергией и духом наследия. Звуки их музыки и ритмы танцев перенесут нас в мир обычаев и культуры. Танец Джехегей Эйгеде. Вас приветствует солистка Государственного театра оперы и балета имени Сооруна Амаллона, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Захарова, ария Иоланты из оперы Иоланта. За роялем отличник культуры Республики Саха-Якутия Алена Давыдова. Что
В этом году наша страна отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Священная дата, которая навсегда останется символом мужества и героизма нашего народа. На сцене студенты Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских. Танец «Синий платочек». Этот танец наполненный глубокой эмоциональностью и историей, символизирующей любовь, надежду и верность, которые согревали сердца людей в самые трудные времена. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Я провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Заветных платочков носим мы в сердце с собой. Радости встречи, девичьи плечи помним в сроде боевой. За них, родных, любимых, желанных таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России. И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои. Владимир Путин. На сцене артист Государственного театра эстрады имени Платонова, отличник культуры Республики Саха-Якутия Эрхан, лауреат
Всероссийского конкурса Фонда «Защитники Отечества», отец действующего солдата специальной военной операции. Katana bolangın, doyduğun gömüsküyen durudum, kaygın attı. Kayandan ergilen gelerin, kodoydu, kaygın attı. Kaygın attı. Kayıttanı kayıga dabayın, kodoydu. Салақтан самнай бат саргыны аны быт Үскотун бөгөр күрсөлөн өрөммөт Вэги кайыктан алгы үтабы Кыргы кондун косуна кодойо Кайгын атты Буру ағытын, әнім сайтын. Кемелләқ ерсеге, қотулақ ән бола. Диз, дизге, қан, қанға. Кайгын атты, кайгын атты. Дорогие друзья, встречаем народный ансамбль современного танца «Тетрис» Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского под руководством художественных руководителей, отличника образования, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Тамары Савочкиной
и отличника культуры Республики Саха-Якутия Татьяны Савочкиной-Матюшенко и солиста хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко, народно-фольклорного ансамбля «Русь», отличник культуры Республики Саха-Якутия Алексея Солдатова. Танец «Катюша». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного тисова орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Брянская улица по городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица по городу идет. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом махну серебряным тебе крылом. Над милым порогом махну серебряным тебе крылом. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый зной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Сверкали, и все ж бессилен он, сомнения прочь уходит в ночь от зелени. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. На сцену приглашаются студенты первого курса Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой. Литературная композиция «Өксөкүлэ хөлөксөй оюн түүле». Бегене хабаран тымны
уста салғанан, тимире көрейен, ölü dillen görüyorum. Gön yihetçileri köyde göhüp bütçe, gelen yihetçileri kedehe kedes bütçe, tuzdan yihetçileri doğuya doğuy butça. Kilileler yedek can beylerin yeğenin yömen dibet üdük sololog üs üs öydü öydük sepit ütü yörek bitten attır. Sette on sette cibe getterin ces emeget günan ispitiger ingeren İye kupputun, iyi tehtirin. Ağuan ağız aras albastarın, alkıyan ılan, abgınan, salgın kuputun, alıp tığın. Doğun doğuz kuday kubulgatların, kucuyan ılan, bor kupputun. Bu adı dağın, doğuz orda dobun kallan toyuktara, anılgan nağ toyuk budun, sarı tuz kulamında. Ağız sandarman kallan ağalara, atta hılam yanır bıdın, tanları tan halamında. Settekil ben kinkil hallan kinestere, Keriyer dağ kebirini bidin, Kedirgil eskilemenda. Dönkörek dönemağın körek, Oçurga oğuzlara, Dehtil gedeptere, Tüm destek tüher boğayanı, Tusko, Tusko, Tusko. Наш праздничный концерт продолжает народный ансамбль хомусистов «Этеген Хомус» с композицией «Джюрюгü Этеген Хомугум». Руководитель Жиркова Агния Спиридоновна, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия.
День Республики Саха-Якутия – день, который объединяет нас всех в праздновании нашей уникальной культуры и традиций. Республика Саха – это дом для множества народов, каждая из которых вносит свой неповторимый вклад в нашу общую идентичность. На сцене Государственный театр коренных малочисленных народов Севера «Хоровод народов Севера».
День Республики Саха-Якутия – это праздник, который символизирует нашу уникальную культуру, богатую историю и неразрывную связь с великой Россией. Якутия – это не просто регион на карте, это сердце, полное традиций и духа нашего народа, который на протяжении веков сохраняет свои обычаи и язык. Встречаем вокальный ансамбль при Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия «Служба 02» под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Юты Стрекаловской. Песня «Россия – это мы». Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас новый день начиная. Кто ты, врач, спасатель, учитель, строитель? Ты себя отдаешь, и ты знаешь, Что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия наша гордость, твоя и моя. Россия это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России, через множество войн, самых лучших теряя, ты своей шла дорогой ни с чем не сравнима, потому что характер ты одна, потому что такая. Необъятные просторы и земли богаты. Век за веком ты щедро рождаешь таланты. И сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — Это люди, Россия. Россия это мы. Это ты и я. Россия наша гордость, твоя и моя. Россия это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Россия была, Россия есть, Россия будет. Нашу праздничную концертную программу завершает образцовый коллектив Российской Федерации, народный ансамбль танца «Сюрприз» Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, художественный руководитель, отличник образования, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Ирина Егорова.
Дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с Днем Республики Саха-Якутия. Желаем всем мира, добра, благополучия и процветания.